я как бы сама не ощущаю этого возраста, понимаете? Потому что я родилась на юге, здесь родилась, и живу, и работаю, и очень много творческой работы было. А люди вообще творческие, они всегда моложе выглядят, знаете, и чувствуют себя лучше. Поэты, композиторы, художники. То есть вы считаете, что ваш секрет долголетия в творчестве? Физической нагрузки. Керамика – это физическая большая нагрузка. Я брала направление от Союза художников в Конаково, это Калининская область, там завод, большой, громадный керамический завод, фаянсовый называется. И 20 лет вот периодически ездила, делала, выставлялась, реализовывала, оформляла бары, ЗАГСы, рестораны. Ну, до войны было шикарно, конечно. В то время было, знаете, свобода, доступ был, понимаете? И если вот желание, ну, желание и физически так я могла, это ж трудная работа, знаете, сделать, отливать, заливать, шлифовать, нести на роспись, потом на обжиг. Это целый процесс, понимаете, интересный такой. И часть работ закуплена в Тбилисской картинной галерее, в Италии 4 работы, в Генуе, в Турции, в нашей картинной галерее. Но, к сожалению, тогда сгорела же картинная галерея. Вы керамикой увлеклись сразу, то есть в самом начале своей карьеры? Нет, знаете, как было? Ну, училась там в школе, училась в училище, была в Москве на подготовительных курсах, акварелью хорошо владела. Жалею, у меня одна акварель даже в Америке купили. Но я начинала и бросала, а это надо постоянно работать. Кое-что выставляла тоже. А потом здесь был Сухуми керамический комбинат. Я вот там работала. И почему-то оттуда пошло, и керамику. Здесь закончила я диплом с отличием. И пошло по керамике, нас повезли дипломные работы делать Конаково. Влюбилась это в глину эту. И посвятила это то все в глину. Это было такое удовольствие, знаете. Сделала работу, последний обжиг, и ты утром встаешь, а сердце бьется, думаешь, как получится. Но я еще и филолог по образованию, я не так просто в одном училище. Вечером ходила на филологический. Я знала, что одного училища недостаточно для общего образования. Поэтому очень много читала и диплом имею. Потом еще заочный Народный университет искусств, заочный московский тоже закончила. То есть постоянно, это все сразу было. Днем там, вечером там, заочно там. Ну, жизнь шикарная была, я скажу. Учись сколько хочешь. Было бы желание, знаете. И все доступно было. Первая была выставка, это, может, 71 год. И вот музей Дмитрия Гулия купил у меня, такие тарелка была большая, там абхазские, ну, мотивы лица. И вот с первой выставки у меня продалась работа, она где-то в музее находится. И так постепенно у меня очень хорошо работы, особенно в салоне тогда. У меня и кофейные сервизы, и всякие разные интересные вещи. А что вот благодаря искусству, может, вы где-то побывали в интересных местах, может быть, перед вами открылись какие-то возможности благодаря тому, что вы занимаетесь искусством? Ну, вообще я любитель путешествовать была, с самого вот после школы. Я люблю большие города. Маленькие они немножечко так, для отдыха, как-то для любви, а для творчества нужно огонь, чтобы в душе был. Поэтому я поехала в Париж. Это раз. В Берлин два. В Рим, ну, Италию все. Флоренция, на гондоле каталась. Чехия там, Словакия. Польша, везде. Успела объездить до этих событий. Вот такой подъем душевный. Поэтому, когда сидишь на месте, немножко как бы тонус падает. Вот сейчас, например, я, ну, уже возрастная, далеко не могу поехать, а мне так хочется вот получить какую-то энергию, другую. Здесь красота. Это вообще, вот когда я ездила в Рим, приехала, действительно, знаете, там привезли в один, когда мы поехали, вот и едешь, все деревья, все наши, это природа прямо наша. Я думаю, не в Сухуми ли я случайно. Вот вы говорите, что большие города дают импульсы, огонь, да, вот зажигают к работе. Но все равно всю жизнь вы прожили в маленьком городе. Так я же выезжаю. Я этот город люблю. Во время войны я в Москве была. Я преподавала технику массовета, вела живопись. Мне предлагали остаться. Ну, не могла оставить. Во-первых, и как квартиру оставить, и брат здесь был, и невестка. А во-вторых, друзья мои здесь все. Самое главное, друзья, где кому-то там нужен один, понимаете? А природа, она вдохновляет. Вот, допустим, на этюды ходить, порисовать, пообщаться с нашими ребятами. Все равно ты возвращаешься, свои корни здесь, понимаете? А выезжать надо для вдохновения. Там столько выставок, столько музеев.
Если возможность была бы, и силы, и уже здоровья, я бы куда-нибудь махнула бы. Давайте теперь махнем в выставочный зал. Да. Там есть одна работа, ну, одну взяли, потому что там много, и я думаю, хоть выставлю. А еще в Гудаутах у меня была недавно в музее, был юбилей или там праздник, не помню, Арзенба. И там у меня тоже взяли 2 работы, выставлялись, долго они там были, вот последний раз. А сейчас тоже здесь. А сейчас, знаете как, у нас в Москве планируется выставка. Вот работами я как бы прислала там 3 работы, как отберут, и будет Москва вроде отбирать. Пока не знаю где. Мы вчера разговаривали с Виталием Дженя, он должен поехать, и будут у нас вот такие выставки, знаете, обменные. Как раньше мы ездили, 3 раза на Таганке у нас было. Знаете, как здорово. Потом было в Питере, было в Сочи, региональные выставки были. И фото есть, и вообще, ну, масса впечатлений. Вот за свою жизнь я получила массу впечатлений от искусства. Кроме путешествий, что вас еще вдохновляет? Ну, знаете, все позитивное. Вот, представляете, на море. Я вообще по гороскопу вода. Пожалуйста. Уже вдохновение. Это, во-первых, потенциал здоровья, а во-вторых, любовь к воде. Я прямо чувствовала, как рыба в воде себя. И вот для меня, вот посмотрите, какой можно акварельный пейзаж сделать, или любым материалом можно сделать. Даже надо прийти мне, вот поработать, солнце есть, так взять хотя бы карандашик, там, акварельку. Ну, такие желания есть. Пока еще не умерло внутри, все живет, бурлит. Почему вот вы говорили, что увлекались акварелью в начале творческого пути? Почему потом забросили? Ну, знаете, вот эта керамика ездила очень, отнимала время. Потом, когда приезжала домой, было свободное время, я делала для того, чтобы восстановить, акварель требует постоянной работы. Я делала копии, очень интересные копии получались, даже дома что-то осталось там. А потом опять вот эти дела. И вот потом война, и вот, знаете, вот так. Но всегда в душе хочется начать. Ну, вот прям мечтаю, может, попробовать. Пастелью тоже очень любила рисовать, пастелью тоже. Керамика чем привлекла? Тем, что она еще имеет прикладное какое-то значение? Был спрос на нее? Или Нет, чем она вас? Я сейчас скажу. Я никогда делаю работу, я не думаю, продастся она, не продастся. Я делаю то, что эскизы. Сначала дома делаешь, подготавливаешь, а когда ты уже знаешь завод, знаешь материалы, знаешь это. Вот веление души просто. А потом, знаете, я скажу, реализуется все бесподобно было. А никогда о деньгах не думала, они сами шли, грубо говоря, честно. Потому что, когда ты думаешь, насколько на этом заработаешь, эффекта не будет. А когда ты вот сделал работу, выходит в вагонетки, там же такой завод, вагонетки, и утром идешь, это либо тарелки, либо сервизы, либо вазы. Она все, знаете, как здорово, прямо отлично. Ну вот у меня хорошие вазы здесь разбились. У меня есть там фотографии, кое-что осталось, потом покажу вам. А так, конечно, это надо любить очень все это дело. Когда ты делаешь ради продажи, вот как на берегу, как вот ради продать, это не мое. Ну, сейчас так я уже, видите, как и это, поэтому выхожу, во-первых, маленькие делаю картиночки, вот, и заодно пообщаешься. И летом очень жарко было, отдыхающие, побеседуешь, поговоришь. Это тоже стимул же, правильно? Общение. Я люблю, я не могу одна. Я должна с кем-то общаться, понимаете? А работали вот как-то вот на какой-то в крупной организации, чтобы вот в советское время, как это выглядела работа художника в советское время? Знаете, я только этим занималась, но подработка была, допустим, пригласил наш портком на обувную фабрику оформлять пару раз в неделю. Вот пойду там работаю, зарплата шла. Вот так где-то там. На сувенирке работала, тоже немножко там был керамический комбинат, тоже работала. Но хочу сказать, чтобы вот прямо с утра вот до вечера, как вот обычно на производстве. Художники, они свободные вообще. Но сейчас работают везде. Ребята и в театре работают, и там. Заработать надо же. Я, например, в училище много раз тогда еще приглашали. И даже я же преподавала немножко до войны в университете. Но после войны приглашали, уже не могла. Нужно было зарабатывать чем-то. Так что вот у меня свободная жизнь была. А на обувной фабрике что оформляли? Объявления поздравительные, с праздниками, вот такое, знаете, как везде. Социалистические обязательства писали еще, знаете. Тоже интересно было общение, люди, знаете, как бы.
Ну, смотрите, ну красота, где вы такое увидите, а? Просто, а эти наши дракончики какие интересные. Вот этот уголок, правда, очень хороший. Какие еще нравятся вам места в Сухуми? Ну, много. Вот смотрите, любую улицу так зайдешь куда-то подальше, уже интересно. Когда твои глаза любят что-то красивое. И даже я, когда была в Париже, меня спрашивают, ой, а как там? Ну, как там? Я видела только красивое. Кто-то говорит, ой, я там мусор. Ну, что ты мусор? Мусор везде. Сами туристы и бросают, знаете, честно. Надо видеть в чем-то отрицательном больше положительного. Даже в человеке, знаете, я считаю так. У каждого есть свой потенциал. Это конаковский фаянс. Я просто решила так сделать, вот как бы мотивы сухумские, вот это вокзал, театр, здесь вот театр, вид с горы той, там еще что-то. Ну вот так получилось она, да, вроде везде на выставках была и в книгу вошла тоже. Очень много работ вошло в книгу. Майолика, расскажите, что это за техника и почему она вам нравится? Ну, во-первых, это специально изготовляют такие глазури в жидком состоянии. Цветные, зеленые, желтые. Там вот мы берем на заводе уже готовые в эти чаны небольшие. И когда ты начинаешь смешивать вот этот цвет с этим, ну, это надо много экспериментировать и знать примерно, что получилось. И она, когда вот знаете, как ее растечь, все, она разливается, ну, такая красота, она получается сначала, когда по-сухому пишешь, вот я говорю, как гуашь, густая, высохла и все. А когда она уже обжиг получила, она стекловидная масса получается. Поэтому она красота там. И можно выбирать любой цвет, любую композицию, любой, что хочешь делать. Что в основном вы делали в этой технике? Какие изделия? Все подряд. Декоративные тарелки, вазы, сервизы, ну, вообще какие-то композиции такие. Очень много было сделано. За эти годы, вот те годы, ну, море я перевозила сюда, еще и братьев подключала, и все нагрузила, сдавали в салон. Вот по Фрунзе, где Виталик Юль сидит напротив парка, там сдавали, в основном там. А там туристы приезжали из всего, из Америки, Греции, ну, со всего мира. И вот эти мои кофейные сервизы, ну, все расходилось. Хочу сказать, не в обиде, и деньги были, и уважение, и такое слава, у нас хороший коллектив был. Вы видите, как развивается и меняется искусство? Какая-то мода, может быть, и есть, присутствует. Раньше было модно одно, теперь другое. Правильно. Вот это развитие наблюдаете? Конечно. Знаете, молодежь более еще свободно работает. Они уже не законсервированы, знаете. И вообще, даже когда я раньше ездила в Москву во все музеи, ты смотришь, значит, искусство того периода, а потом идет более современно, и чувствуешь уже понижение. Вот для меня так, например. А раньше какие работы были? Вот стоишь перед работой, и прямо аж сердце вот так колотится. Вот это искусство, я считаю. Но все равно это тоже абстрактное искусство, и дорога всем открыта. Хочешь так. Это зависит от обстановки в самом городе или стране даже. Когда идет прогресс, как Италия, помните, был период, тогда и высшее искусство. Как ниже, вот сейчас все же упало все, и чтение, и искусство, она, конечно, на человека действует, не развивается. А так как мы живем в маленьком городе, и мало общаемся и видим, конечно, желательно бы, чтобы больше и выездные, побольше общений, побольше выставок. Что-то дома я постоянно рисую. Вот, ну, извиняюсь, на продажу мы делаем. Когда я не делаю, я нервничаю, напрасно день прошел. Серьезно. Вот такая я.